За нарушение требований по качеству питьевой воды предприятия Коми оштрафованы на 1 миллион рублей. На 24 объектах пренебрегли санитарным законодательством, сообщает Роспотребнадзор. Жители Удары пошли еще дальше и сумели получить перерасчет за грязную воду. О том, как это сделать, Дарья Вологжанина. Полгода жители Удары борются за свои деньги. Коммунальный платеж за отопление и воду в зимний период достигал 10-15 тысяч рублей. Это с учетом корректировок, которые приходят по завершению календарного года. В 35 домах они были положительными. С этим столкнулась жительница Усогорска Наталья Бушенева. В ее квартире зимой температура была ниже нормы, а платеж высоким. У нас даже когда отопление было зимой, не соответствовала температура. Я звонила, вчера постоянно бросаю трубку. Вот я пыталась каждый день записывала, кто диспетчер, время и все такое. Они только хамят, грубят. Мне сказали в жилищную инспекцию обращаться, мне до этого никак не доходило. Как утверждают жители Усогорска и Междуреченска, проблемы с отоплением не самые страшные. В населенных пунктах беда с питьевой водой. Из-под крана течет жидкость желто-оранжевого цвета. Дорогие фильтры не спасают, быстро приходят в негодность. И за такую воду ударчане продолжают платить Коми тепловой компании. Сегодня мы хотим снять, какое количество людей приезжает с поселка Усогорский, вообще с района, на родник для доставки питьевой воды для питья и для бытовых нужд. В связи с тем, что у нас в домах идет некачественная питьевая вода. Можно сказать, даже техническая вода. Вот в таких количествах люди набирают по 3 раза в неделю. Вот набирают целыми рюкзаками, потому что в доме пить эту воду невозможно. Уроженца Ударского района Алексея Полторанина такой расклад не устроил. В феврале его мама получила огромный счет. Несколько обращений в жилищную инспекцию района и полгода ожиданий. Результат – перерасчет на 17 тысяч за более чем 2 года. Благодаря государственной жилищной инспекции Ударского района удалось добиться перерасчета. Тепловая компания пыталась оспорить предписание контролеров, но теперь это инструкция к действию для других. За помощью Алексей обратился и к зампреду правительства Коми Ларисе Карачевой. Она отметила, что с целью комплексного подхода к решению вопроса с перерасчетом администрации Ударского района дано поручение организовать сбор заявлений от жителей. Кроме того, жилинспекция района готовится иск в суд по обязанию Ударского филиала АО КТК принять меры по восстановлению качества воды. Поменял все трубы внутренние, я дома у себя лично. Отрезаешь трубу, там же вся зараза. Там как солидола напихана. Так это представьте, домашняя труба. А та, что идет с носа, это же кошмар. Строительство водоочистной станции в Усогорске запланировано на 2023 год. Но администрация Ударского района совместно с Ударским филиалом КТК и Комитетом Республики Коми по тарифам поручено проработать вопрос о переносе строительства на 2022 год. Дарья Вологжанина, телеканал Юрган.